behind me is the cooling center of the Zaporizhzhia nuclear power plant. We are actually touring the whole facility that consists of 6 units, which produces 6,000 megawatts. It's a huge facility, very huge, and there are lots of security being put in place for the safety of the workers and properties here. According to the director of this place, the place is very safe for the meantime because it's being protected by the Russian government, and the workers here are also being protected. They have roughly about 5,000 workers when it is in full operation. For the meantime, some of the reactors are not working, and so they are working hard to make sure that they start working as soon as possible. We'll be having some interviews with the director and some of the workers. So for now, we are touring the facility to see what. Значит, вот эти вот баки, в них находится дистиллят, дистиллированная вода. Эта вода используется в технологическом процессе. Вот, на каждом блоке мы с вами проходили, везде есть такие баки. Да. Где-то в сентябре 2022 года вот эта локация была подвергнута обстрелу, и вот эти баки были повреждены с потерей воды из них. Да, вода вылилась, вот нам пришлось восстанавливать работоспособность этих баков, это потребовало какой-то большого объема работ. Ну и вот. Чем стреляли? Ну, на тот момент были артиллерийские обстрелы. Большой калибр? Ну, прилетало, там нельзя сказать, что непосредственно по этим бакам, были прилеты в локацию вот здесь, осколками разрушать. Дальше мы будем идти, я вам покажу еще в одном месте, там будет очень хорошо будет видно, да. И вот эти вот видите, вот эстакада. Можно снимать там? Туда не надо. Можете посмотреть, просто вот переходная эстакада, вот там везде, не надо снимать. Везде были стекла. Вот сейчас у нас эти выбитые стекла, и по всей, везде, где мы ходили, вон там, вот 5-й блок, видите. Да, 2 бака было. Вот везде, где нет стекла, это было повреждено в результате обстрела станции. Сотрудников не ранило? К счастью, нет. У нас один случай недавно смотрели, когда 2 сотрудника пострадали в результате прилета взрыва. Серьезно? Ну, ранения были. Слава богу, люди живы, но ранения были. Local workers, they were not injured, but there was just one case recently in April. Not far from here, there was a drone attack and 2 workers were injured. Now they are more or less safe, but other than that, all 5,000 people are safe. April 7th. Ну давайте. А все уже подтянулись, все компактно. Вот это. Все. Сейчас скажу. Это было в апреле этого года, 7 апреля. Of the 7th of the April this year. Да. Только это дрон. It was like an attack of drone. Это как дрон, да. И вот осколки от этого дрона вот повредили of this drone, it damaged обшивку вот этого бака. the covering of this tank. Baba Yaga? Maybe. No, Baba Yaga is bigger. Okay. Да. Baba Yaga, она очень большая. 7 avril 2024. 7th of April this year. This year. Обшивку повредили, но ничего не Ну, бак, да. Сама эта So емкость, the бак. water tank was safe, just the cover, the outside cover was damaged by the Это тот же бак дистиллят.
Это то, что я вам показывал на 4-м. Да. И в этот же день, когда было вот это, This day when we had this drone attack, еще same day. еще один дрон The- прилетел в купол этого блока. the drone made the attack of the dome. Нет, мы там The можно unit. снимать, но нас туда не пустят, поэтому... Нас снимают с той стороны сразу же. Ну, если станешь канцлером. Да, В смысле, снимают в другом смысле, да? Да, снимают. в Игра смысле, русского да. языка. Да, поэтому... Да? You can't take it. Can't. Положи, куда взял. Вау. Да, только нельзя брать. Скажите, что нельзя брать. Нельзя трогать или нельзя брать? Нельзя забирать с собой. This behind me is the storage facility of the nuclear fuel in Zaporizhzhia. We understand we are just about 4 kilometers close to the front line or the danger zone, that's the Ukrainian territory. So we are touring the whole facility to see firsthand what actually is being done here. Алексеевич, а какое место наиболее опасно для Европы? Хаят или реактор? Это кто спросил? Какой целью интересует? Это кто спросил? Не, я просто, где мы находимся. Сейчас я вам расскажу, где мы находимся. Вашингтон самое опасное место. С точки зрения отсутствия. Fuel. И оно сейчас находится And здесь. of course it is inside these casks. В 10 метрах So от we are just топлива, 10 которое meters работало в реакторе. from this fuel that used in a reactor. Потом, когда наше с вами общество разовьется и оно научится делать с ним что-то, Then перерабатывать его, our society will study how to treat this мы fuel. его отвезем на перерабатывающий We завод, will transfer it to его the manufacturing, переработают и to the factory, and выделят. it will be treated. Но еще не of course. построенный перерабатывающий завод, по еще не сделанной технологии переработки. Ну, это называется, вот эта вот технология хранения, This это technology of называется storage, it is called, технология like отложенного technology решения. То есть, вот of, если мы с вами не знаем, Людей Freezing. замораживают, я помню. да, вот типа того. Question: Are they in liquid form or they're in gaseous state? В каком состоянии отходы? В жидком или в Нет, это тепловыделяющие сборки, кассеты, You know, которые the используются в fuel реакторе. assemblies that were used in reactor. Это не отходы. It not Ah, like okay. a So this is not the It's waste. fuel. It's This is fuel. the fuel. It's fuel. It is. Yeah, but It's in the what waste. state? В каком состоянии? Is it solid, liquid, gas? Solid. Solid. Твердое, А, твердое, окей. в виде изделия, оно вообще не в виде от земли. Да, это стержень, полная бочка 60 сантиметров, 186 миллиметров. Approximately 60 centimeters. Okay. 68. А контейнер сам 200. Yeah, this is an anti-drone protector which has been installed by the engineers of the Zaporizhzhia nuclear power plant to protect the nuclear fuel from being attacked with drones. And so these are protections given to the nuclear Like fuel protection from the drones. Yeah. reactors at the storage It's very green. Yeah. in Zaporizhzhia. Okay. So this is a drone, one of them used here at the nuclear plant that we are seeing. Ну как целый. My taxpayer dollars at work. Нет, ну снизу подвешиваются разные системы. This is our taxpayer dollars at work, folks. Складывается. Транспортировочная версия, он, в принципе, это, ну, как-то соединяется там. Ну, короче, он соединяется, расставляется, то есть он может и так летать, и так летать.
Okay. So behind me is the transporting machine for fuel from the various units. That's the 6 units here at the nuclear power plants at Zaporizhzhia. Now, this is a vehicle that transports the nuclear fuel tanks to the storage center. You can see how heavy the metals are. That drives it. You climb here, up there you can see one of the tanks in weight to be transported to the fuel reactor storage center, which we. This machine is still in operation. Thank you. Nous nous retrouvons ici dans un local qui héberge cette immense machine qui sert à transporter en fait, je suppose être des silos, des citernes, des éléments en fait qui sont utiles à cette centrale pour son fonctionnement. Vous voyez comme c'est impressionnant, dès qu'on parle de centrale nucléaire, tout de suite on est sur des très très gros engins. Ce qui est intéressant et ce que je ne suis pas sûr qu'on puisse vous montrer, on va pas pouvoir le filmer, c'est que le bâtiment a été impacté encore par des débris d'obus, très clairement. Et de là où je suis, la ligne de front est juste devant moi. C'est-à-dire que on ne peut pas vous montrer pour des raisons de sécurité la plupart du site, on ne peut pas le filmer. Mais là où je regarde, droit devant moi, c'est la ligne de front ukrainienne. Si ce bâtiment a été touché par ce côté-là, ça signifie que les tirs proviennent bien du côté de l'Ukraine. Она появилась немножко позже, но тем не менее. Сейчас на сегодняшний день 173 штуки. Часть уже возили новым. Такая вот конструкция. Это два идентичные по параметрам технологическим, немножко система управления, другая там. So these stars show how many containers they've moved, and you see the holes. So they were targeting this. Can we show that? А можно объяснять? Это можно. Да, можно. Yes. Это могу рассказать, как это устроено. She can show how it's done. Соответственно, вот сюда грузят вот топливные сборки отработавшие. So this is like what's left after the такой, он, по-моему, металлический какой-то, забыла, железо какое-то укрепленное. Соответственно, его выгружают, грузят в перегрузочный контейнер. So это все происходит на блоке. Transfer container. Ну, только аккуратно, не так, как я. Not like this. А что, может взорваться? Ну, просто аккуратно. Вот этот контейнер, напротив стоит. Да, вон он. Да, это и есть. Да, сейчас идем. Потом его, соответственно, вот так вот загоняют в пазы сюда. So they put like this? Ну да, вот. Сверху просто пускают, да? Дальше как-то там вот они расходятся, его потихонечку начинают этим опускать. Потихонечку его туда опускают с помощью крана. Ну вот эту вот часть туда. Ну тут просто сейчас не получится. Представь, что мы так. Представь, что мы кран, да. Вот так вот туда аккуратно. Причем зазоры тут какие? Что-то маленькие вообще. Совсем прям. Соответственно, сверху закрывают крышечкой, ставят пломбу МАГАТЭ. Then they put this the IAEA stamp. Да, пошлите.
The purpose you come that ministers for the Moten achieve. But initially they only will know that they can't achieve it when they leave. Over Eugenia him big blame. You get it? Eugenia him told them that putting me on the minister's floor with the mind that any of them would like. Over 2 of them were talking among themselves. They want to befriend me, like you get it. So they wanted to treat me well, put me where they know I am hard when it comes to these things, but they want to try. So they told. This is the door to go underground for that ground train. You may not even think that people are here, but step in. Yeah, but step down there. I say, what I'm trying to say, the park empty dry. I can it down. I think I'm top of it. So you can go over no the side and more. He knows me. Over here from a minister for information. I have ordered up here about Kojo. But Kojo was with Joy FM. Over here, Kojo Bonobo, no, IV is not like that. So